Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня онлайн-консультации на тему о сроках добычи рыб, по вопросу о сроках добычи рыб и вопросах естественного воспроизводства рыб в реках Жайык и Кигач. Я, для начала хотел бы, пока наши подписчики входят в наш прямой эфир, я бы хотел бы вкратце рассказать о деятельности нашего филиала до начала нашей основной темы. Атровский филиал является филиалом Головного института научно-производственного центра рыбного хозяйства города Алматы и единственным научным учреждением, разрабатывающим биологические обоснования общих допустимых уловов биоресурсов Жайык-Каспийского бассейна. Реализуя программу фундаментальных и прикладных исследований по научному обеспечению развития агропромышленного комплекса, наш филиал успешно ведет исследования во всех рыбохозяйственных водоемах Жайык-Каспийского бассейна. За периоды исследования научными сотрудниками филиала осуществляется экологический мониторинг реки Жайык, Кигач и Каспийском море с целью системного изучения гидрологии, гидрохимии, токсикологии, кормовой базы рыб, питания рыб и ихтиофауны. Ежегодно проводится наблюдение за распределением и формированием численности рыб, их видовой структурой, условиям нагула, определяется динамика нерестового хода производителей промысловых видов рыб, оценивается эффективность их естественного воспроизводства. Используя результаты фундаментальных и прикладных исследований за последние 30 лет, научными сотрудниками нашего филиала ведутся исследования в следующих направлениях. Как было ранее сказано, постоянный мониторинг за биологическими и экологическими процессами рыбохозяйства водоемов реки Жайык, Кигач и их присутствующих пространств. Разработка и внесение изменений к правилам рыболовства, установление ограничений, запретов на пользование объектами животного мира. Ведутся разработки рекомендаций по использованию биологических ресурсов и регулированию промысла с определением рыбопродуктивности промысловых участков. Даются рекомендации по мероприятиям согласно плану развития рыбного хозяйства и другие рекомендации касательно сохранения рыбных запасов и воспроизводства рыбных запасов Жайык-Каспийского бассейна. Так, сейчас вижу, что количество подписчиков увеличилось, и можно будет, думаю, приступить к изложению основного вопроса нашей тематики. Вкратце я уже сказал, чем наш филиал занимается, и сейчас хочу перейти к основному вопросу. Тема, как я сказал, о вопросах о сроках добычи рыб в Жайык-Каспийском бассейне и вопрос естественного воспроизводства. Жайык-Каспийский бассейн является важнейшим рыбохозяйственным водоемом Республики Казахстан. Здесь добывается и перерабатывается около 30% рыбного сырья по всей стране. В состав Жайык-Каспийского бассейна входят 3 крупнейших водоема международного значения. Это трансграничная река Жайык, которая начинается в Российской Федерации и впадает в Каспийское море. Это река Кигач, также трансграничная, которая начинается и граничит с нашей республикой, является левым руслом дельты реки Волга, а также Каспийское море, берега которой принадлежат 5 каспийским государствам, причем Казахстан имеет самую протяженную береговую полосу, это около 30%, приходится на нашу республику. На сегодня видовой состав ихтиофауны в Жайык-Каспийском бассейне насчитывает около 27 видов рыб. Из них 16 видов являются промысловыми. Промысел рыб ведется в различных районах бассейна.
морской части северо-восточной части Каспийского моря, низовьях реки Жайык и восточной части дельты реки Волги, это в самом реке Кигач, присутствует пространство. Уловы рыб Жайык в Каспийском бассейне за последние 3 года, хочу я привести данные, за последние 3 года, значит, с 17 по 19 годы, в 2017 году общие объемы добычи рыбы по Жайык-Каспийском бассейне составили 11,9 тысяч тонн, 11 900 тонн. В 2018 году 10 700 тонн, и в 2019 году идет значительный рост 15 600 тонн. Если сказать по водным объектам, рыбопромысловым объектам, то в реке Жайык в 2017 году было добыто 2700 тонн рыбы, в 2018 году 2200 тонн, идет незначительное снижение, а в 2019 году идет увеличение значительное, добыча составила в реке Жайык 3700 тонн. В реке Кигач добыча в 2017 году составила 2900 тонн, в 2018 году некоторое снижение, 2800 тонн, около 100 тонн снижения. Однако в минувшем году добыча резко увеличилась и составила 3600 тонн. По отношению к лимиту это освоение составляет 96% на реке Кигач. Что касательно реки, моря, значит, в природопольской Атравской области в 2017 году было добыто 5100 тонн, в 2018 году 4400 тонн, и в 2019 также наблюдается рост 5900 тонн. Пользователи Мангостауской области добыли порядка 1100 тонн и 1200 тонн в 17-18 годы. В 2019 году также идет рост добычи 2500 тонн. И как ранее было сказано, в этом году, в минувшем году было добыто 15 600 тонн, что значительно на порядка 45% увеличено по сравнению с 2018 годом. Уловы морских рыб в Каспийском море в прошлом году составили: кильки предприятия Мангостауской области было добыто 104 тонны, сельди 117 тонн и кефали 923 тонны. Это касательно морских видов рыб. Мы, как понимаем, что резервы морских видов рыб очень большие у нас в Каспийском море, и они требуют дополнительного увеличения их вылова. От предприятия Атравской области было добыто сельди 104 тонны и кефали порядка 400 тонн. Итого в прошлом году предприятиями 2 областей, Мангостауской и Атравской областей, было добыто 1643 тонны. Это только морские виды рыб, резервы которых у нас очень значительные. Промысел рыб в реке Жайык и Кигач, а также в Каспийском море осуществляется согласно правилам рыболовства. Как вы знаете, имеется норматив, ограничения, запреты, которые были утверждены приказом председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира от 24 июля 2015 года. Данные нормативы устанавливают сроки вылова рыб в Жайык-Каспийском бассейне. Значит, в акватории северной части казахстанского сектора Каспийского моря, за исключением запретов для рыболовства мест, разрешается рыболовство с 1 сентября по 24 мая. На островах Мангостауского архипелага и прилегающее побережье от мыса Тюб-Караган до мыса Буруншук разрешается рыболовство с 16 марта по 14 ноября. Практически с ранней весны до поздней осени это позволяет предприятиям Мангостауской области осуществлять промысел. На реке Жайык имеется 14 промысловых участков, тоневые участки. На них разрешается рыболовство с 16 августа по 15 мая, за исключением ледового периода. Значит, зимой у нас исключается. На реке Кигач также промысел осуществляется на тоневых участках. Их также 14 тоневых участков. Там промысел также разрешается с 16 августа по 24 мая.
за исключением ледового периода, зимой. В Западно-Казахстанской области рыболовство осуществляется в целях спортивно-любительского рыболовства, и оно разрешается в реке Кушум, Кировском, Батикском, Примарском водохранилищах. Разрешено рыболовство с 16 июня по 30 апреля. На озере Шалхар разрешается рыболовство с 1 июня по 30 апреля. Непосредственно для спортивно-любительского рыболовства разрешенными сроками по реке Жайык являются 16 июня по 31 марта. По реке Кигач во всех ее каналах и реках разрешается рыболовство с 21 мая по 19 апреля. На реке Жайык со всеми пойманными водоемами, старицами в пределах Западного Казахстана спортивно-любительское рыболовство разрешается с 16 июня по 9 апреля. Как видим, нормативы четко определяют места, сроки для промыслового рыболовства, как промыслового рыболовства, так и любительского. Но вы, как понимаете, для рационального использования рыбных ресурсов мы должны создавать благоприятные условия для их естественного воспроизводства. Жизненный цикл полупроходных рыб связан с рекой, прилегающими каналами и реками, где происходит их естественное размножение. Они являются участками нагула, молоди и взрослых рыб. Полупроходные и осетровые виды рыб при достижении половой зрелости совершают массовые нерестовые миграции в весенний период к местам нерестилищ, которые расположены 150 километров от моря и далее. Естественно, нерест полупроходных видов рыб приходится на затопляемых участках береговой линии реки, затонах, старицах, то есть на мелководьях, где развита подводная растительность. Самый ранний нерест при температуре воды 3-4 градуса наблюдается у щуки, а поздний при температуре 25-26 градусов у сазана и севрюги. После нереста, весеннего нереста, личинки и молоть всех видов рыб скатываются с нерестилищ в реки Жайык и Кигач и далее по течению в предсевое пространство. Для создания благоприятных условий естественного воспроизводства, согласно правилам рыболовства и ограничениям, которые были названы и утверждены приказом председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира, устанавливаются сроки, запрещенные для рыболовства. Сроки и места. В период нереста и размножения рыбных ресурсов и других водных животных вводится запрет на акватории северной части казахстанского сектора Каспийского моря с 25 мая по 31 августа. Значит, если рыболовство разрешается до 25 мая, то начиная с 25 мая по 31 августа идет летний период запрета рыболовства в Каспийском море. Также запрет устанавливается на берегах Мангышлакского архипелага и прилегающего побережья от мыса Тюб-Караган до мыса Буруншут. Это с 15 ноября по 15 марта. Если промысел ведется с 15 марта по 15 ноября, то с 15 ноября по 15 марта, это весь зимний период, промысел со стороны Мангышлакского архипелага приостанавливается. На придаточных водоемах реки Жайык и Кигач запрещается рыболовство с 1 апреля по 31 августа, также летний период. На реке Жайык также запрещается рыболовство с 16 мая по 15 августа и в период ледостава. Если промысел ведется до 15 мая, то начиная с 15 мая по 15 августа у нас идет летний запретный период, когда рыба скатывается в море, и их личинки, и переходят, создаются условия для их нагула. В реке Кигач также на тоневых участках также вводится запрет с 25 мая по 15 августа. Промысел, как мы сказали ранее, я сказал ранее, до 25 мая, а начиная с 15 мая до 15 августа идет летний период запрета. И зимний период ледостава запрет. На озере Шалхар, Западно-Казахстанской области, и Кушумская растительная система, это касательно Западно-Казахстанской области, касательно спортивно-любительского рыболовства, также установится запрет с 1 мая по 31 мая.
Кроме вот этих сроков, установлены запреты мест, вводятся запреты, имеется ограничение по режиму промысла, который касается периода промысла. По реке Жайык период промысла устанавливается ограничение. До 25 апреля 5 дней промысла, 5 дней запрета. Как мы знаем, промысел идет с распаления до 16 мая, до 25 апреля режим промысла, 5 дней еще идет промысел и 3 дня запрета. Начиная с 25 апреля по 15 мая устанавливается режим промысла, 5 дней промысла и 5 дней запрета. Данные изменения были внесены нашим институтом. Позже я скажу, какое влияние оказал наш институт на изменение этого режима рыболовства. В осеннюю путину для достава режим промысла на реке Жайык осуществляется 5 дней промысла, 2 дня запрета. Это режим дневного и промысла свойствен только для реки Жайык, потому что река Жайык является единственной рекой, которая практически не имеет других руслов. И в этой связи создаются условия для пропуска производителей рыб на нерест с соблюдением такого режима. На реке Жайык в пределах Атыраускай области касательно спортивно-любительского рыболовства устанавливается запрет с 1 апреля по 15 июня. По истечении летний период, начиная с 15 июня, любители спортивно-любительского рыболовства могут начать промысел в реке. В настоящее время, на сегодня, там запрет, устанавливается запрет. В реке Жайык в пределах Атыраускай области в зимний период запрещается рыболовство во вторник и среду. Это касательно период для доставки. На реке Жайык со всеми каналами и реками спортивно-любительского рыболовства запрещено с 20 апреля по 20 мая. Практически 1 месяц, за исключением суббот, воскресенье и праздничных дней. Очень благоприятные условия для спортивно-любительского рыболовства имеется на реке Кигач. Только единственный месяц, с 20 апреля по 20 мая, запрет, за исключением субботы, воскресенья, праздничных дней. Практически тоже создаются благоприятные условия для развития спортивно-любительского рыболовства в данном регионе. Как вам известно, с 2010 года введен запрет на коммерческий вылов осетров видов рыб. Соответственно, этот запрет действует на всех предприятий, за исключением предприятий воспроизводства комплекса. Это значит, в нашей области, в Атыраускай области, осуществляет деятельность два осетровых рыболовных завода, которые имеют право осуществлять лов осетров видов для воспроизводственных целей, разрешается рыболовство для научно-исследовательских целей и разрешается рыболовство осетровых для субъектов государственной монополии. Остальным пользователям запрещается лов осетровых видов рыб. Они обязаны в живом виде его отпустить. Прилов осетровых рыб отпускать в живом виде. Правила рыболовства это предусмотрено законодательством. Помимо таких мер, которые я перечислил для создания благоприятных условий в естественном воспроизводстве, в реке Жайык, пресновом пространстве реки Жайык, начиная с 2018 года установлен круглогодичный запрет на рыболовство в пресновом пространстве реки Жайык. Это 50 километров влево, вправо от рукавов, Яицкого и Золотого рукавов, впадающего в Каспийское море, установлен полный круглогодичный запрет до свала глубин 3 метров. Более подробно координаты и участки описания этого запретного преснового пространства вы можете узнать в этого нормативно-правового акта. Но оно было рекомендовано именно нашим институтом для того, чтобы там молоть, та рыба, которая скатывается с реки, она находила благоприятные условия в пресновом пространстве и воспроизводилась. Такой же запретный пресновое пространство, участок преснового пространства имеется на реке Кигач. Координаты также вы можете узнать
нормативам, ограничениям, запретам. На данном участке также круглогодичный запрет, что создает благоприятные условия для воспроизводства водных видов рыб, обитающих в этом участке, и полупроходных. Помимо названных запретных участков круглогодичных, у нас имеются запреты на рыболовство в рыбозимовальных ямах. Это период зимы, зимовки рыб. Перечень рыбозимовальных очень значительный. Можно их тоже ознакомиться с ними, можно в нормативах. Таким образом, как вы видите, помимо того, что правила рыболовства разрешает осуществлять добычу рыбы, оно также устанавливает ограничения, которые позволяют рационально использовать рыбные запасы и создать условия для их естественного воспроизводства. Правила и нормативы, которые приняты, они были основаны на знаниях по биологии жизни каждого вида рыб, их поведения и условий воспроизводства. В качестве примера научного подхода в регулировании рыболовства я хотел бы привести нашу работу прошлого года, в 2019 году, когда были нами обоснованы сроки увеличения вылова рыб, срока увеличения промысла на реке Жайык до 15 мая. Как известно, весенний период промысла рыб в реке Жайык завершался 24 апреля. В результате этого, начиная с 2010 года, с момента введения такого ограничения срока, уловы рыб в реке Жайык снизились практически 3 раза. И практически не осваивались виды рыб, поздно нерестущих видов рыб, которые заходили в реку после 24 апреля, летний период, и тем самым не оправдывались прогнозы, которые мы давали, научные прогнозы допустимых уловов, что привело к тому, что каждым годом все меньше и меньше наши хозяйственники осуществляли лов-промысел, и это сказывалось на снижении уловов. Анализ данных уловов, анализ данных нерестовой миграции рыб показал, что практически все виды рыб, которые идут на нерест после 24 апреля при температуре от 14 до 25 градусов, это такие виды, как судак, жерех, сазан, белоглазка, чехонь, лещ. Такие виды рыбы, они заходят, начинает массовый заход в третьем декаде апреля и продолжается мая месяца. Эти виды рыбы практически не осваивались промыслом. Ресурсы этих видов рыб практически создавали условия, когда малоценные виды рыб, как чехонь, белоглазка, они получали больше преимущества по воспроизводству и увеличивали уловы. Таким образом, для сравнения, в Российской Федерации, которая является также нашим, который является трансграничной реки Кигач или же в Каспийском море, промысел рыбы на реке Волга осуществлялся до 15 мая. Поэтому, конечно, возник вопрос, и вполне справедливый, что наши рыбопромышленники теряют конкурентные преимущества. В этой связи были изучены все данные промысла, изучены показатели запасов рыб, и наш институт выдал в прошлом году обоснование по увеличению срока вылова рыб. Если россияне ловят до 15 мая, то в реке Жайык с учетом дней дню промысел составлял всего лишь 44 дня. Тогда, когда россияне осуществляли лов 75 суток. Практически в 2 раза наши рыбопромышленники меньше получали
возможности осуществлять промысел на реке Жайык. Поэтому, проанализируя все эти данные, мы внесли такое предложение. Количество промысловых дней в реке Жайык ограничивается возможностью полного освоения выделенного лимита вылова рыб. Учитывая, что нерестовая температура массовых микродержащих рыб начинается от 17 до 22 градусов, были приняты данные рекомендации увеличения сроков вылова рыб на реке Жайык на 21 день с 16 августа по 15 мая. Таким образом, рыбопромышленники получили больше дней для промысла. Вместе с этим, для создания благоприятных условий для воспроизводства были даны рекомендации увеличить дни дневок. Если весенний путину на 24 апреля, дни дневки, режим промысла был 5 дней промысла, 3 дня дней запрета для пропуска производителей, то с увеличением скорости течения реки Жайык, мы знаем, в мае месяце увеличивается скорость течения, идет паводок весенний, соответственно, рыба для преодоления промысловой зоны и выхода на места нерестилищ потребуется больше времени, соответственно, были увеличены дни промысла, дневок. Таким образом, с 25 апреля по 15 мая режим промысла реки Жайык составляет 5 дней промысла, 5 дней запрета. Все эти расчеты проведены на основании литературной базы, исследований прошлых лет, на основании которых мы обосновали данные рекомендации. Эти рекомендации были рассмотрены ученым советом нашего научно-исследовательского научно-производственного центра в октябре 2019 года и одобрены. В текущем году, буквально в апреле месяце текущего года, приказом председателя комитета лесного хозяйства и животного мира были внесены изменения в сроки рыболовства в реке Жайык. Теперь на сегодня наши хозяйственники, рыбохозяйственные организации осуществляют промысел до 16 мая. Приведенный мой пример показывает, что основан на научном подходе решения проблем рыбного хозяйства. Наш научно-производственный центр будет и далее следовать научно-исследовательским, научно обоснованным принципам рационального использования рыбных ресурсов в Жайык-Каспийском бассейне и сохранения его воспроизводства. Теперь я бы хотел перейти к вопросам, которые наши подписчики представили мне. Сейчас вот мои коллеги передали. Так, первый вопрос. Какие сроки разрешается любительское рыболовство в реке Жайык? В моем выступлении, в принципе, это было сказано. Спортивное любительское рыболовство в реке Жайык начинается с 15 июня и продолжается до 1 апреля. Единственное, что в зимний период во вторник и среду устанавливаются дни днем, когда любители спортивно-любительского рыболовства запрещается им рыболовство. В остальные дни в реке Жайык осуществляется лов рыбы. Также постановлением акимата Атырауской области установлены специальные места рекреационного рыболовства, где разрешается рыболовство. Поэтому любительское рыболовство только разрешено в определенных местах рекреационного рыболовства и сроки, которые я сказал. Второй вопрос. Когда разрешается лов кутуму на Каспий? Кутум входит в перечень краснокнижных видов рыб, которые занесены в Красную книгу нашей Республики Казахстан. Состояние запасов кутума на сегодня мы оценить не можем, потому что нет разрешения на его вылов, так как оно краснокнижное. Однако 18-е годы, 17-е годы и 16-е годы наш институт
проводил исследования уловов, которые осуществляются пользователями от Мангостауской области и которые фиксировали массовый прилов кутума. И по этим данным было, конечно, предложено, нашему институту предложено рассмотреть возможности снятия ограничений на вылов кутума из списка краснокнижных. В настоящее время было представлено обоснование. Нашим институтом и в прошлом году было включено обоснование для принятия решений по снятию кутума с перечня краснокнижных или же установлению более выдачи разрешений для прилова этих видов рыб, которые они действительно очень массово приловливаются. Но это вопрос передан Комитету лесного хозяйства, животного мира. Есть специальная комиссия зоологическая, которая рассматривает вопросы снятия запрета на краснокнижные виды рыб. Оно рассматривается. И это входит в компетенцию нашего уполномоченного органа, Министерства сельского хозяйства и его ведомства Комитета лесного хозяйства и животного мира. Третий срок. Срок любительского рыболовства. Ну, я в принципе сказал. Что касательно реки Жайык с 15 июня по 1 апреля, а в реке Кигач, значит, запрет с 15 апреля по 20 мая, за исключением этого периода, остальное время разрешено спортивно-любительское рыболовство на реке Кигач. Ну, период запретного периода, месяц, который длится, также разрешается дни дневых, дни праздничные дни, выходные и субботние дни. Разрешается ли лов рыболовства осетровых видов рыб в реке Жайык? Сохраняется ли естественное воспроизводство осетровых видов рыб в реке Жайык? В условиях моратория на вылов осетровых видов рыб, который был введен с 2010 года, численность производителей, мигрирующих в реку Жайык, остается на низком уровне. Однако у производителей осетровых рыб сохраняется естественная динамика нерестового ухода из моря в реку. В настоящее время, я как сказал, разрешается добыча только для воспроизводственных целей, поэтому только осетроводные заводы могут вылавливать. Ежегодная добыча осетровых видов рыб двумя осетроводными заводами составляет порядка 2,7–3 тонн. И эти производители позволяют выпустить нашим заводам ежегодно производить выпуск молоди осетровых порядка 7 миллионов штук молоди. Наш институт также изучает вопросы естественного воспроизводства осетровых видов рыб. Каждый год мы в течение месяца, июня месяца, осуществляем тролление реки Жайык с целью определения ската молоди осетровых видов рыб. В 2018 году при троллении было выловлено 56 экземпляров осетровых видов рыб, что говорит о том, что осетровые виды рыб все-таки проходят на нерестилище определенное их количество. И наши нерестилища сохранили осетровые сохранили естественное воспроизводство. В основном это севрюга и стерлядь. Воспроизводство, к сожалению, воспроизводство белуги и щук, и шипа. Мы последние 10 лет, в течение 10 лет мы молоди этих видов рыб не обнаружили в уловах. Поэтому можно сказать, что осетровые в настоящее время, хотя они мы их не ловим, но они являются воспроизводство этих видов рыб осуществляется за счет искусственного воспроизводства и сохраняется частично естественное воспроизводство. Вопрос поступил на казахском языке. Кигаш өзен кәсіптік балық аулау қанша табиғат пайдаланушылар бар және қанша балық аулайтын
тартымдарда жүргізілді. Бүгінгі таңда Жайық Қиғаш бойында балық аулайтын 6 өндіріс мекеме бар. Бұл атап кетсек, бұл мекемелер Амангелді жауапкершілік шектеулі серіктестігі, Тілекші атты жауапкершілік шектеулі серіктестігі, Сәрсенбаев шаруа қожалығы, Каспий балық, Каспий таны өндірістік кооперативі. Барлығы 6 мекеме балық аулайды. Бұл мекемелер Қиғаш өзенінде бүгінгі таңда 9 балық аулайтын учаскелері бар. Атап кетсек, ол аттары Песок, Ягодный, Камышенко, Золотенок, Қызылоба, Қарағаш, Булгачный, Нижний Богатинский, Бақыр дейтін атымды тартымдардың бар. Келесі сұрақтар. Так, орыс тілінде сұрақ түсіп отыр. Сколько кильки было выловлено в 2019 году? Ну, в 2019 году было порядка выловлено 104 тонн кильки. В основном вылов приходится на предприятия Мангостауской области. Запасы кильки у нас очень значительные, однако их лов ограничится тем, что предприятия на сегодня не готовы осуществлять промысел. Практически не имеются морские суда специализированные, которые могут выйти в открытое море, Каспийское море, осуществлять лов кильки. На сегодня запасы кильки имеются 3 видов. Это анчоусовидная килька, большеглазая килька и обыкновенные кильки. Запасы кильк обыкновенные очень громадные. На сегодня очень большие ресурсы есть освоения обыкновенных видов кильки, которые по предварительным прогнозам запасы их в Каспийском море составляют 95 тысяч тонн. Имеются такие прогнозы. Россияне, астраханцы сейчас начинают эту добычу. В этом году порядка 5000 тонн выловили. Но, однако, это у них тоже, они тоже сталкиваются с некоторыми проблемами, связанными с оснащенностью их предприятий. Причем обыкновенная килька, она немного ловится не так, как 2 виды анчоусовидные и большеглазые, которые очень хорошо реагируют на свет. Обыкновенная килька, она не так имеет реакцию на свет, которую... Поэтому сейчас идут работы по разработке новых орудий лова, способов лова именно обыкновенной кильки. Запасы их громадные, большие, и сейчас вот разрабатываем в программе развития рыбного хозяйства до 2030 года. Одним из пунктов направления развития рыболовства в Жайық-Каспийский бассейн определено развитие морского рыболовства. И поэтому мы дали рекомендации по увеличению вылова морских видов рыб, ресурсов, которые имеются. А удочкой вопрос следующий. Ведутся ли дноуглубительные работы на реке Жайық? Ну, как я вам сказал, в принципе, в реке Жайық, начиная с 2017 года, начаты дноуглубительные работы. Ведутся работы на реке Жайық, часть в канале, рыбоходном канале Яицкого рукава. На реке Кигач работы ведутся в Большом Ганечном канале, Шароновке. Протяженность работ в реке Жайық, длина канала, который будет проводиться работы, ведутся дноуглубительные работы, составляет порядка 65 километров. На реке Кигач дноуглубительные работы ведутся по каналу протяженностью 130 километров. При этом я хотел бы остановиться на том, что рекомендации для начала этих работ
биологическое обоснование было выдано нашим институтом, нашим научно-производственным центром. Ранее мы назывались Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства. Эти исследования и рекомендации были выданы в рамках программы целевого финансирования научных исследований, проведенных в 2015-2017 годы. Это позволило акимату Атырауской области разработать проект экспертной документации и выделить порядка 3 миллиардов тенге для начала проведения этих работ. Ожидаемые сроки выполнения этих работ, завершения, это декабрь текущего года, 2020 года. Ожидается завершение этих работ. Еще, нет вопросов? Ну, уважаемые коллеги, подписчики нашего прямого эфира, я ответил на ваши вопросы, дал понятие о режиме рыболовства, который существует в Каспийском бассейне, о той роли, которую научный исследовательский институт выполняет для регулирования рыболовства, создания условий рационального использования рыбных ресурсов и научного подхода по установлению режима промысла, запрета, создания условий естественного воспроизводства рыб. И это наши исследования доказывают, что на протяжении последних 30-40 лет режим рыболовства, который сохраняется, который обосновывается научно, она дает возможность в длительной перспективе получать результаты, увеличить уловы, сохранять потенциал воспроизводства. И такой принцип подхода, научного подхода, оно оправдано, и все рыбаки понимают, что наука играет ведущую роль в регулировании рыболовства и установлении режима промысла. И наш филиал, Атырауский филиал, далее будет проводить работы и исследования для сохранения запасов рыбных ресурсов и их приумножения. Я в заключение хотел бы пожелать всем коллегам и подписчикам, которые видели, получили ответы на свои вопросы, пожелать всего хорошего, чтобы у нас всегда была возможность пользоваться нашими рыбными ресурсами и развивать развитие. Спасибо за внимание. Благодарю.